Добрый вечер. В эфире программа «Слухо». И сегодня мой гость – художник Михаил Кулумбеков. Добрый вечер, Добрый Михаил. вечер. Михаил, художник имеет свой взгляд на все. И вот твое впечатление, как они меняются с каждым приездом в город Цхинвал, в Южную Осетию. Что-то новое ты для себя находишь? Во-первых, я скажу, что... Добрый вечер, во-первых. Скажу, что я когда туннель проезжаю уже нашу территорию, мне здесь тепло, там холодновато. Что бы ни было, в области что-то делается, и мне приятно здесь находиться, честно. Потому что я здесь родился, и это мой родной город, это моя аура. Мне нравится. Постепенно, сразу ничего не делается, но по-медленному все делают нормально. Если кто-то какие-то претензии имеет, пусть сделает. У нас обычно как, много говорят, а мало делают. Я приветствую весь осетинский народ, потому что народ выбирает себе и президента, и как им жить. Но нельзя много говорить, ничего не делать и что-то требовать. Надо работать, и все будет хорошо. Воздухом не питаемся мы, надо шевелиться, надо что-то делать полезное для своего народа, а потом для себя. Потому что все держится на народе. Один не воин. Должны вместе объединиться возле этого человека, лидера, который им нравится. И помогая ему, по-моему, Осетия встанет на ноги сегодня или завтра. А если будет разнонен, они ничего не добьются. Скажи, пожалуйста, вот ты писал картины, образы Южной Осетии, да? Этюды, это этюды были, Осетии, да, этюды, да, да. Вот в тех же местах, где ты писал этюды, что-то поменялось, и ты мог нарисовать уже что-то другое? Честно, туда еще не ездил, где Да. я писал не в Цхинвале, а за город уезжал. Что-то меняется, город меняется, конечно, но природу не поменяешь. Я люблю природу. Поехать куда-то пописать наши горы, наши пейзажи, но посмотрим. У меня идея такая, я, по-моему, говорю, у меня через год юбилей 60 лет. Я бы хотел пописать пейзажи нашего города, моего любимого города. Ну, работ хотя бы 100 минимум. Пописать, приехать, месяца 3 побыть здесь, пописать этюды Золотого кольца России, пописать этюды, где наши представительства, кто нас признает, съездить туда пописать и сделать хорошую выставку. Моя Осетия, короче, или Осетия Россия, потому что Осетия может что-то показать в России, чтобы нас не думали, что мы просто что-то ждем. Мы тоже что-то умеем делать. Надо просто работать, посмотрим. Я живу сегодняшним днем. Если я завтра проснусь, я буду делать то, что я должен сделать. Планы строить как? Хочешь, говорит, рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Посмотрим. Ну, это планы, само собой, очень интересно, но все-таки мне интересно говорить с тобой как с личностью, как художником. И вот есть у тебя вот серия, не то что серия, там этюды, которые ты все время пишешь, очень быстро. Да, Почему так у тебя получается? Да, Обычно вот пленэр выезжает художник целый день, может он неделю будет выезжать туда рисовать. А ты вот 3 мазками можешь сделать одну картину. Я вообще мечтаю в один мазок уложиться. У меня сохранились зарисовки, этюды 1978 года. Да. У меня в Москве. И как-то я в посольстве выставил, представительство посольства есть? Да, да. И они выставляли в МИДе России, там у них свой выставочный зал, там банкетный зал, я там выставил. И мне один подошел ко мне и говорит: Мещи, какого года? Я говорю: 1978 года. Вообще импрессионисты перевернули всю классику. По впечатлениям, когда пишешь, нельзя 10 раз плюнуть. Один раз плюнуть, извини за выражение, и все должно туда уложиться, все твои минусы, плюсы. В этюде тоже так. Подошел, сделал. Когда я пишу, мне оттуда подсказывают, честно, не трогай меня больше. Я даже подписываю фамилию там. Максимум час 15 я пишу метр на метр, работаю в Москву. Вот выхожу, я сейчас буду по Москве ходить со студентами и писать мастер-классы. Толпу собираю. Я даже их не чувствую. Заканчиваю, там хлопаю, мне приятно. И иногда покупают, иногда заказывают, но слово заказ не люблю. Пишу то, что мне нравится. Или я за час уложился, или я не уложился. Но все-таки... Самый быстрый этюд, я вам скажу, сделал за 3,5 минуты. 3,5 минуты? 3,5 минуты 20 на 40. И у меня сингапурский галерешник купил очень за хорошую цену. Я ему специально сказал, я не продаю.
Сколько, я не продаем, переводчик говорит потом, сколько хотите, вы сколько даст? Он говорит, $250, говорю, дам. Ну, Дело в деньгах, просто ему понравилось, он мои работы продает в Сингапуре, и ему понравилось, что вживую он все видел. И он меня назвал, вы, говорит, спонтанный художник. Почему? Вот сидели здесь, захотели пописать, ну это так должно быть. Нельзя с утра до вечера работать, именно писать. Сколько вот у тебя работ? Ты хоть помнишь сам? Очень много, нет, я очень много. Я еще до войны продавал в Тбилиси. Я приезжал, пустой приезжал оттуда. Потом меня что-то увлекло. Ну, примерное количество хотя бы. Я не могу, много. За 1000 перевалило? Да, какой тысячи, там, сотни тысяч, наверное. Честно, очень много работ. Когда я в Москве после Первой войны приехал, не на что было жить, я жил на Казанском вокзале с семьей, у меня здесь сын родился, ему сейчас 26 лет. Я писал маленьких по 20, по 30 штук за ночь, я не спал. Надо на ноги было встать. Ну, то, что я делал, никого не было, все приходили. Ну, потом уже даже говорили, почему черно-белый, у меня другой краски не было с собой, денег не было. А потом в цвете появилось, говорит, наши деньги нашел, заработал, говорю. И вы сами прекрасно знаете, на моей выставке были 2 раза, вы мне помогли открыть выставку, спасибо вам. Но это начало, посмотрим. Планов много, но я еще не говорю. Надо работать, и все будет хорошо. Скажи, пожалуйста, а бывают у тебя моменты, когда у тебя вот не идет работа, не хочешь работать? Нет, не идет, не бывает, не хочу просто. Не хочу. Я же еще преподаю в Москве в социальном университете, у меня своя студия. Я основал эту студию, прихожу туда, отдыхаю. Студенты работают, честно. Не приходим так, что вот сразу пришли, работают. Мы пока чай попьем, пообщаемся. Их же надо настроить, чтобы они работали. Потом уже постепенно встают, идут, и у них натюрморт стоит там. Кто-то лепит, кто-то карандашом, кто-то свое делает. Вот такая у нас творческая обстановка хорошая. И я тоже их не заставляю. Девочки, работайте тогда, когда есть желание. Если нет желания, не работайте. Так и делают. А когда человек от души хочет, получается. А если не хочешь, меня не заставишь работать никогда, никто. Скажи, вот, а если вот идея пришла, и ты уже садишься сразу работать? Сразу, да. А ты не обдумываешь эту идею, не думаешь об этом, вот как это думать быстро надо, делать? когда ты несколько вариантов сделаешь, потом думаешь, какой лучше. А идея сразу, если идея есть какая-то, надо желательно набросать, или чтобы краски рядом были, или карандаш. Набросали все. Потом, конечно, думаешь. Вот как насчет Сакаева сказали. Сакаева я очень хорошо знал. Царство небесное. У меня какие-то уже кроки есть. Потому что я его движения знал, как он пел. Потом выходил. Ну как, понравилось, а молодец. Я к чему говорю? Всему надо не готовым быть, а ты должен это чувствовать. Вот ты намекнули что-то. Я проехал, например, на машине или на автобус куда-то. Мне понравилось, я второй день я вернусь туда. Если мне что-то понравится, я попишу. Но я об этом никому не говорю. А почему получается так, что вот не называя даже имен, ни фамилию, ничего, что вот художники, которые там имеют и звания, и какую-то официальную должность, все это, но нет, у них не идет работа. Почему так? Я вам скажу, для меня нет должностей официальных заслуг. Мне дали вот заслуженный художник. Это человек творческий вообще должен заниматься своим делом. Не ждать должности, не ждать зарплату, не ждать откуда-то какие-то подачки. То есть это все мешает, да? Лично мне мешает. Я о других не говорю. Я художник по призванию, да, я должен работать по настроению. Но я ничего не жду ни от кого. Я могу неделю не работать, а 1 день поработать. Но я не думаю об этом, например, я работаю, потому что я что-то продал. Мне нравится, я делаю кому-то. А знаете, что главное? Когда мастерские ко мне приходят, галерейщики там или... Вот что лежит просто так, что висит, не смотрят. Что лежит, я не выбираю оттуда. Вот, кстати говоря, вот в том месте, где все лежит у Михаила Кулумбекова, есть очень сильные работы творческого направления. То есть ты разделяешь свои работы на определенные там этюды или все одинаково, да? А почему у тебя так получается, то, что ты не выставляешь свои творческие работы? Почему так? Вот сейчас юбилей будет, я выставлю. У меня сейчас очень большая серия работ, зарисовок на черной бумаге, белым карандашом, шикарный. Сейчас даже фигуры обнаженные кино. Хочу Москву порисовать белым карандашом на черном фоне. Они очень хорошие, живые. Потом, когда быстро делаешь, дыхание есть. Когда отдышка начинается, человеку плохо, правильно? И в жизни тоже так. Когда рука идет легко, прошло, все.
Нельзя делать 10 работ в один день творческих. У меня был профессор хороший, я в Тбилиси учился, в Академии художеств, он говорит, человек творческий может работать максимум в день 2 часа, остальное уже механика. Вот если 2 часа поймал, радуйся, а механику, ну, что такое слово заказ? Кстати, бывают заказы? Не люблю. Был заказ, честно, надо было делать. Я 2 года, там, 1,5 года лепил, одному барельеф сделал, очень хороший барельеф, 2 года, но я ему когда спросил, как, он говорит, Михаил, супер, спасибо. Он мне, честно, 2 раза больше дал. Дело не в деньгах, но я делал от души. Потому что он это видел, как я работал. Не торопился. Я ему сказал единственное, если хотите, чтобы я вам это сделал хорошо, не торопите меня. И он меня не торопил. Когда сделал, он пришел, обнял меня, честно, 2 раза больше платил. И сейчас еще хочет, чтобы я в нее поработал. На слово заказ. У тебя очень гениально получаются твои работы, когда ты делаешь зарисовки, когда ты едешь на своей машине. И у тебя как бы такая серия была один раз да, работ по дороге. Да? Вот продолжится ли такая работа, такой серии? И в какие еще уголки, можно сказать, России и мира ты хочешь заехать? Я мечтаю вообще пописать сейчас пейзажи моей родины. Да. Даже в глубинке деревни куда-то, потому что там хорошие места. Недавно я был в деревне, библиотека, вот, там такие места просто. То есть есть еще места, которые ты не нарисовал? Вообще там ничего нет, там все есть. Вот еще не дошло туда цивилизация, и там хорошо. Вот это все старое, вот это дома разрушенные. Ну, надо это видеть, надо это чувствовать. Художник кто? Он через душу, через свое впечатление передает свою энергию на холст, правильно? Или скульптор. Я что-то захотел, я сделал. Я мечтаю, вообще мечтаю побывать еще в Венеции, пописать мечтаю. Я поеду туда, наверное, скоро. Ну, не все страны. Ну, посмотрим. Вообще у меня такая идея была, Европа глазами астинского художника. Ну, сейчас такой хаос, что в Европе уже не то, что хотелось бы. Посмотрим. Время покажет. Но Венеция – это хорошо. А вот я буду очень это, как можно сказать, музей под открытым небом. А вот насчет природы. Какой природы ты бы хотел пописать? Моя родина. Только Осетия? Осетия хорошая. Несравнимо ни с какой природой. Да. Маринист тоже. Кто родился на море, маринистом должен быть. Я море могу написать это 2 раза, но лучше место напишите. Я знаю свой город, свой народ. Миша, сейчас очень много идет как бы такого направления в обществе, как патриотизм. Да? Там аланы, скифы, сарматы. Вот на эту тематику есть ли какие-то задумки? Написать, нарисовать? Скифы, аланы лучше Туганова никто не напишет. Он хотя... Да, но он наш художник, но лучше него. Если кто-то скифов, аланов будет рисовать, то он будет оттуда пользоваться. Свое придумать невозможно, потому что уже это есть. Ну, если нафантазировать. Фантазировать, ну, не знаю. Я лучше работаю в этом плане, чем Туганова ни у кого не видел. Сейчас вся Северная Осетия вот эти барельефы делают, под него лепят. Ну, придумать скифов. Были они. Лучше него никто не сделает. А что туда лезть, куда... Ты не уверен, что ты это сделаешь, не надо. Надо делать то, что ты знаешь. Кстати, вот хорошо ты сказал, не лезь туда, где не умеешь это сделать. Вот. А почему так получается, что некоторые вот говорят, что нет, я смогу, но у них не получается. И они даже довольны тем, что это меня, честно, немножко не задевает, а обижает, потому что завтра скажи, здесь будут платить хорошо, он туда пойдет, я это знаю, скажет. Но результат-то какой будет? Сейчас глаза люди открыли, и все надо знать то, что ты знаешь, хорошо и делать. А то, что ты не знаешь, не надо просто туда лезть. Ты знаешь, вот не своим делом. Сейчас вот скажи нормальному художнику, который считает себя, что он творчеством занимается, он никуда, художник не должен лезть в политику, не должен лезть туда, где собираются люди, которые большие деньги имеют. Потому что у них своя жизнь. Богатый ищет богатого, а бедный должен дружить с бедным. Потому что богатый не тот, у кого большие деньги, а богатый тот, у кого он после себя что-то оставит. Я всегда говорю, у меня ничего нет, но все есть. А я общаюсь и работаю у людей, у которых все есть, но у них ничего нет. Ну, хорошо.
Состоялся он как личность, молодец. А если он не состоялся, он хочет удивить своим домом, своим состоянием. И что? Это состояние завтра дети разрушат. А тот, который что-то творит, он останется. Вот Я все, это не могу довести до людей. Вот все время говорят так, что вот мне нужны условия, мне нужно вот это, мне нужно вот это, мне, вот Клод тогда я Моне создам спросили, шедевр. Я вам скажу, Клод Моне спросили, где ваша мастерская? Вот моя мастерская, природа. Под открытым небом у художника мастерская. Не ходить на этюды, не писать пейзажи и не делать зарисовки. В мастерской ничего не сделаешь. Не лепить фигуру обнаженку или не рисовать обнаженную фигуру. Как ты можешь композицию сделать, если у тебя азбуки нет? Дом держится на фундаменте. Чтобы что-то сделать завтра, вот Каджаева я не знаю хорошо. У осетинов не было такого, как Каджаев. Молодец парень. Единственный парень, лучший студент в России. Матвейков Бандура награждал. Я знаком с ним. Не так, общаемся, да, иногда встречаемся. Красавчик. Он так пишет на Тору, нет? Молодец. Я к чему говорю? Он сам добился. Он много работает над собой. Но я боюсь, чтобы это не испортило его. Он должен работать, и все. Но, к сожалению, он женат, и все, сейчас будет работать, что мы с ним, понятно. А он очень талантливый. Я лично говорю, художник и семья. Две разные вещи. Или как? Представьте себе, пришел домой, семья плачет, ничего не продаешь, денег нет. Волей-неволей приходится работать. Моя семья – это мои картины, честно. У меня 4 сына, никто из них не рисует. И 4000 картин. Нет, 4000 это мало, много работы. И к чему говорю, мои внуки пошли. В Англии у меня живет старший сын, 2 детей. Мальчик рисует, девочка рисует лучше всех, и мальчик. Все 3 в художественную школу ходят. А старшему внуку 8 лет, ему выставку уже 2 делали в Англии, выставки. Они не отрываются, уже мне хорошо, через поколение прошло. Там другая школа. Может, когда-нибудь они станут известными и скажут, в кого пошли. Мне будет приятно, что скажут, что у меня дедушка рисовал. Так что все передается, гений передается. Художник должен быть свободным. Пусть никто не говорит, что у него условий нет. Условия есть, купить хлеб, накормить семью. Есть? Один тюбик купи, отложи. Вот те условия. Скажи, пожалуйста, у тебя возникла... Никто ничего не даст. У тебя возникла идея создать скульптуру Коста Хитагурова для Югосинского театра, да? Как она пришла к тебе, вот эта идея? Я вам скажу, когда у меня отец умер, недавно, на 40 дней приехал, я у Косоева Лаврента был. Он говорит, что театр так, мадам Коста хотят. Мадам, сделаешь? Говорю, я могу эскиз сделать, а там... Мадам, почему не хочешь сделать? Я не хочу сделать именно я. Пусть сделают на конкурсной основе. Каждый, кто что-то предлагает, чтобы не было, почему Миша делал. Я поехал, и помните, я вам иногда говорю, что я делаю. То, что я сделал, я привез вам. Но я еще раз говорю, я не хочу, чтобы я сделал. Я хочу, чтобы сделал тот, чья работа больше понравится народу или комиссии. Все. Я не настаиваю, чтобы я делал. Но если я это не сделаю, я подарю школу, которая имени Коста, 7-я школа. Сама идея. Сама идея. Почему бы не сделать, если ты этого поэта любишь? Мне его понравилось стихотворение «Весна», честно. И так несколько раз прочел. И у меня как-то появилась идея, то, что я привез, что дерево, как не руби, если есть корни, отросток всегда дает. И так получилось, что театр нас разломали. Место было то же самое ситуация. Фундамент был, и новый театр построили. Почему бы не поставить что там, что я предлагаю? Как возрождение. Да, да. И я привез, вы посмотрят, все обсудят. Понравится, я сделаю большую. Не понравится, это моя работа, она как мое детище. Я заберу обратно и поставлю там, где надо. Но я никогда не буду ломать, никогда не буду говорить, почему мою не поставили. Значит, все к лучшему, что они делают. Не поставят, я у себя поставлю. Какая разница? Она будет жить у меня, правильно? И потом, знаете, художник, когда продает работы, у меня в мастерской мои работы не живут. Они лежат. А вот кто-то покупает, там живут. И мне бывает приятно, когда случайно встречаю людей, у нас, говорит, ваша работа есть. Мне бывает так приятно.
Миша, вот сколько лет мы говорим о том, что вот нужна галерея в Южной Осетии, художник, да. Но вот его нет. Как ты думаешь, что мы теряем? Вообще, любое государство, любой народ представляет культура. Если не будем культуру продвигать нашу вперед, нас никто не запомнит. С лица земли нас сотрут. У нас хорошее прошлое, хорошие художники, какие преподаватели у меня были. Они исчезают. Чем мы хуже других? У нас должна быть галерея, достойная галерея. И не такая, чтобы по 10 работ вешали на 10 рядов. Нормальная галерея, чтобы представляли лицо Осетии. Чем мы хуже других? Чтобы гости, Нужна которые галерея. приезжали, смотрели. Конечно. Но сейчас тем более государство. И гости будут ездить. Сегодня или завтра здесь будет лучше. И народ будет сюда тянуться. Но не только на рынок ходить. И что здесь можно купить? Мы все покупаем там, привозим сюда. Но нашего ничего не, правильно? Хотя бы искусство должно. Я так думаю, что нужна галерея хорошая. Почему должны выставляться в кинотеатре Чермен? Вот наш выставочный зал маленький, можно? Музей же сделали хорошо. Да. Значит, ну, новый президент обещал, избранный президент обещал, что чем смогу, помогу, это хорошая основа. Он же не сказал, что 100%. Чем смогу, помогу, лучше этого, что. А он сможет, потому что он патриот своей родины, своей страны. И надеюсь, все будет хорошо. Скажи, пожалуйста, вот твоя выставка, которую ты планируешь, да, она будет состоять опять из пейзажей или все-таки твоих творческих работ? Скульптура, графика, живопись. Там и скульптуры, и тема астинская. Но очень много идей в голове, я не буду говорить все. Очень много кроков. Посмотрим. Много работы будет. Помимо Москвы, Владикавказа, Цхинвала, где ты еще планируешь свою выставку? Не знаю, посмотрим. Не могу. Планировать можно много, но получится ли. Посмотрим. Я пока поработаю. Чтобы делать выставку, надо поработать. Нельзя рваться куда-то, если у тебя нет багажа, правильно? Я пока поработаю там. Но мне очень хорошо сказал, есть такой скульптор Никагасян. Такого скульптора вообще, красавчик просто. Он на моей выставке был в Манеже, помните? Да. И он говорит: Михаил, ему 100 лет. Он хочет, чтобы портрет вылепил, хотя он хороший скульптор. Его работы в Эрмитаже, в Третьяковке, в Пушкинском. Он говорит: Михаил, вы талантливый художник, хороший. Но дерево, яблоко, знаете, да, говорю, вот когда много бывает, надо потрясти и лишнее, чтобы упало. Я это принял, он правильно сказал. Нельзя выставлять все, надо выбирать. Ну, посмотрим. Все как бы творческие люди говорят так, что лучшая его работа еще не написана. Как считает Михаил Я еще не Курбеков? написал. То есть ты еще Я не... же говорю, я хочу уложиться в 2-3 мазка. Ну, один мазок не уложишь, так сказать. Чтобы сделал мало, но чтобы было все. Вот я натюрморты пишу, цветы я пишу быстро. Правда, быстро. За 15-20 минут пишу метр на 50, метр на метр натюрморт напишу, ну, максимум за 25 минут. Все, они живут. Я и город хочу так написать, пока не получается. То есть это нужна сноровка, тренировка Это или надо что? работать. Может, перед смертью там что-то сделаю. Но человек не должен быть никогда самодовольным и удовлетворенным в своем работе. Надо что-то искать. Вернемся в Цхинвал. Скажи, пожалуйста, вот какие еще места в городе Цхинвал ты еще не вообще написал? Полностью. Вообще я пописал бы сверху город. Очень. Я написал, у меня в Москве есть этюд хороший. Скажи, а вот имеется в виду само внутри города, вот какие места? Любая улица хороша, любая. Которую ты любишь? Я еврейский квартал любил. И мне очень нравится, когда выхожу из дома, на Варшавила, горы, снег лежит, и тут лето. Любая улица красивая у нас. Надо просто, как ты это сделаешь. Мой профессор говорил, можно вылепить все, как ты вылепишь. То есть желать можно все. Все. А сделать... Мастерство. Мастерство. Да, Самое главное мастерство. Еще раз говорю, не мастер, не лезь туда. Если мастер, добивай. Хороший мастер всегда точит свое дело, правильно? Чтобы было четко. Есть, можно сказать, то поколение художников, которое уже ушло. И есть поколение современных художников. Да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот, кого ты считаешь из тех, из осетинских художников, вот, которым бы ты сказал, что вот это настоящие художники? Да, мне здесь нравится очень Санакоя Валера, джавский парень. Его работы видели? Видел. Шикарные работы. Хорошие. Я у него хотел купить работы, но там что-то начали спорить. Да,
Я говорю, ладно, я приеду, там куплю. Он мне нравится очень. Гасиксар хороший, Шавлов Мурат хороший, акварелист был. Мои преподаватели, Кутаев, они все, ну, все хорошие преподаватели были. Сейчас тех уже нет, уровень у нас другой. В мое время был уровень другой. Сейчас не хотят работать студенты. Я говорю им, вот прихожу в училище, хорошие ребята, все, чтобы они работали, надо возле него сесть и показать, что ты хочешь сделать. А вот надо вместе с ними работать. А такая задумка у тебя есть, чтобы приехать и поработать со студентами? Я хочу, вот когда у меня будет выставка здесь, может даже летом мастер-классы какие-то провести. Правда, вот выйти куда-то, где народ, поставить хороший букет цветов, большой, прямо написать. Вот, почему я в Москве должен сделать? Или какой-то город взять, уголок написать. Я хочу об этом. Я же буду работать здесь. Я же говорю, на выставку хочу по 50 работ, минимум 100 наших пейзажей. Аллаху везде. Если меня руководство поддержит, чтобы мне сделали там выставку в Москве, ну, помогли чем-то элементарно сделать выставку, ответственность на себя взять и какие-то буклеты, каталоги написать, да. Больше ничего не надо. А я сам краски, все, у меня есть, я попишу. У меня все есть. То есть у тебя достаточно работ для того, чтобы выставиться? Я поработаю. Вообще, сколько работ нужно для профессиональной выставки? Ну, можно выставить 10 работ, шедевров, а можно 100 и... Ничего. Да. А в среднем все-таки? Ну, у меня обычно, у меня бывает 70-80 работ на выставке. Но это живопись только. Посмотрим. Если у меня будет очень выбор работ, может, выставлю мало, но достойных. Потому что можно повесить хорошую работу, а кто-то пройдет, скажет, это ерунда. Работа не страдает от этого, страдает тот, кто не понимает. А можно будет купить у тебя работы по время выставки? Конечно, я продаю работу, да. Кому-то дарю, кому-то продаю. Ну, я работу продаю, я не жалуюсь. Но сейчас, еще раз говорю, я не делаю для продажи. Ну, для продажи какие-то делаю, которые покупают, а которые не жалко отдавать. Не жалко отдавать. Есть работы, которые вообще не продаю. Жанр портрет. Как ты к нему относишься? Ну, а насчет портрета, не знаю человека. Вот я вас знаю, я вас могу нарисовать и вылепить. Но если мне скажут, нарисуй его, я не нарисую. Может, похоже будет, но души не будет. Надо человека знать. Любой портретист, который пишет портреты, он пока с ней общается или с ним, ну, он должен изнутри узнать. Вот возьмите, когда кто-то идет на метров 10 со спины, да, и вы его видите, вы же узнаете по контуру, это он. Узнать можете, но он не живой. А вот когда с человеком общаешься, ты его знаешь, не нарисуешь глаз, просто овал лица уже он, все узнают. Поэтому надо знать человека изнутри. Нельзя писать человека, которого не знаешь. А было ли у тебя такое, что ты останавливал там девушку или там человека, сказал, что можно я вас нарисую? Ну, и сейчас идут на это. Да. Нет, ну, внешность очень редко. Это хитрый заход. Нет. Да. Нет. Ну вот изнутри, что вот от него как Вот эта я могу энергетика писать идет. тех, кого знаю, да, или вылепить, кого знаю. А кого не знаю, ну, понравилось, что да, пошла дальше. До свидания. Какое бы лицо ни было хорошее, когда общаешься с человеком, это лицо превращается в вообще другое что-то. Какие планы у тебя насчет Цхинвала? Переехать сюда, организовать Если честно, мастерскую, думал об этом, продать в сделать Москве все и приехать сюда, но я здесь, там у меня перспективы большие. Ну, конечно. А вот здесь там... создать свою мастерскую, приезжать сюда на лето? Я мечтаю об этом. Здесь у меня есть маленький участок, где я могу построить маленькую мастерскую. Я бы иногда наездом и хотел бы сюда приезжать, не только я. То есть мастерскую будешь строить ты сам для себя? Ну да. Обычно у нас говорят, вот если бы мне государство построило мастерскую. Нет, сам государство может. Государство что может? Чтобы не было войны, и чтобы социальное обеспечение было народа, чтобы зарплата была и работали. Все. Что государство может? Что государство... Кто я такой, что мне государство строило? Но если чего-то заслужили, я должен сам сделать. А государство может сказать, давайте мы вам выставку сделаем. Государство мне ничего не... Государство, лишь бы не было войны, чтобы люди работали, чтобы были какие-то заводы, чтобы люди без зарплаты не сидели. Вот это может государство. А мастерскую зачем я не должен построить? Я сам себе построю. Государство не обязано мне построить. Государство обязано построить выставочный зал. Неправильно? Выставочный зал может построить. Элементарно создать для художников условия, чтобы они выставлялись. Все. Государство никому не обязано. Государство обязано, чтобы не было нищих, не было безработицы, чтобы был мир, чтобы небо было голубое.
и чтобы не было беспредела, и все. А мне государство не обязано. Я заработаю копейки, построю дом, потому что не только я хочу сюда приезжать пописать. Почему нельзя взять своих студентов или хороших художников оттуда на этюды сюда пописать? А ты сможешь привести своих студентов? Имеется в виду, они хотят приехать Нет, сюда? они мечтают. Они говорят: Михаил Иванович, когда автобус возьмешь, чтобы мы поехали все? 12 человек сюда приедут. Да, они так хотят. Правда. То есть можно организовать такой пленэр, который, чтобы, Конечно, да, чтобы симпозиум приехать, художников, нет. чтобы... Кстати, мы очень... Кузеев Ушанг мечтал об этом, не знаю, почему не делает. Ну, Он потому говорит, что не симпозиум- нашел, как бы, можно сказать, точек соприкосновения в этом плане. И в этом плане все очень хотят делать. Что надо? Где поспать? Покушать им недавно. Привезут с собой холсты и попишут. Какие условия? Чтобы крыша была. У меня брат был в гостях как-то, и моя мать спрашивает: ну как там твой брат живет? Он говорит, сегодня мне мать говорит: одна, говорит, чугунная кроватка, говорит, и старый шкаф, и, говорит, картин много. Ты, говорит, умрешь, наверное, там. Я там хочу умереть. А как? Для меня, ну хорошо, я зашел домой кому-то, да, шикарная обстановка. И чем он меня удивит? Мебель не он делает. Ничего, он все покупал. И что там? Скучно. У меня недавно приехала знакомая девушка из Краснодара. Она была замужем за Стина. Ну, до такого. Все было вот так. Она сбежала у него. И как-то у меня сидела, она мне позировала, я рисовал. Миша говорит: не обидишь, если честно скажу, а что? Вот у тебя здесь ничего нету. Она говорит: так хорошо здесь. А говорит, у меня там было все. Я, говорит, вот 5 лет старался, я, говорит, наконец сбежала. Понимаешь? Сейчас ничем не удивишь никого. То есть быт давит просто на человека. Для меня давит. У меня все старое. Я даже готовлю еду на костре. Кто меня знает, они знают. Ко мне мои ребята, друзья приезжают, остины. На костре все готовим, на улице сидим. Мечта Михаила Кулумбекова. Работать. Работать. И оставить что-то после себя моему народу, моим детям, чтобы они гордились, что у них был папа художник. Я даже не знаю, называю себя художником. Вообще народ должен оценить тебя. Говорят что-то. Говорить можно все, но ты докажи. А доказать можно только своим трудом. Просто никто не жалуется. Все есть. Когда говорят: я болею, мне их не жалко. Двигайся. Я знаете, что говорю? Тупое сверло, если вставить дрель и крутить долго, дырку сделает. Ну, ты же не тупой, крутись. Плакать легко, а надо работать. Лично я так скажу. Пахать и пахать. Если сделаешь 100 работ, не может быть, чтобы одна из них не была хорошая. Если одну выберешь, уже хорошо. Еще раз говорю, нельзя требовать то, что ты не можешь. Нельзя требовать что-то оттуда, если ты туда не вложил. И, не знаю, просто не обижайся. Я люблю правду. В лицо скажу правду, но за хвостом нет. Просто обижаются. Даже вот когда я привез, вы видели. Да. Я не хочу, чтобы я сделал. Просто сделаю ту, которая понравится. Все. Что мне тыкали, вещи на совесть. Наверное, сорозы. Не прав? Спасибо за интервью.